Опасность и коварство COVID-19 состоит во множестве путей передачи этой болезни, в ее бессимптомном течении и в различных осложнениях. Для предупреждения заболевания коронавирусной инфекцией врачи советуют соблюдать масочный режим и правила гигиены, укреплять иммунитет и своевременно обращаться к врачу. Людям, входящим в группу риска, врачи рекомендуют специальные профилактические меры, применяемые в медицине. Чем отличается вирус от бактерий? Все-таки вирус – это не живая частица. Вспоминаем все, товарищи, биологию, 9, 10, 11 класс. Мы с вами учили, что вирусы – это набор генов, заключенных в белковую оболочку. Каждый вирус имеет свою тропность, то есть к какому-то органу. Допустим, вирус менингита – это менингиальная оболочка головного мозга, да, допустим. Вирус гриппа – это дыхательные пути, допустим. Вирус полиомиелита, который, да, деткам ставят прививку, да, это, значит, боковые рога спинного мозга. Значит, вирус проникает в клетку, значит, да, хозяина, раздевается, то есть белок это снимается полностью, как бы, да, встраивается в ДНК, значит, да, хозяина, сейчас человека или животных, вот, и клетка забывает, что она должна делать. Допустим, клетка печени, она забывает, что должна продуцировать, допустим, какие-то вещества, начинает продуцировать новые вирусы. И когда силы клетки иссякают, клетка погибает, и эти новые вирусы, они сходятся от другие клетки, новые заражают. Так вот, вирусная инфекция. А бактериальная клетка – это живой организм, это бактерия. Поэтому, к сожалению, бесконтрольно принимать сейчас вот повально в аптеках исчезли медикаменты, антибиотики направо-налево – это нежелательно, потому что все-таки антибиотики у нас на вирусы не действуют. На вирусы действуют именно противовирусные препараты. А если вирусная инфекция осложнилась какой-то бактериальной инфекцией, тогда, конечно, антибиотики. Вот. И, конечно, хотела поговорить по вакцинации. Конечно, я знаю, что есть много противников, как бы, да, это как бы затеи, скажем так, да, но все-таки я как врач, все-таки у меня уже стаж не такой маленький, скажем, уже около 20 лет, поэтому работая также терапевтом на участке, вакцинация была основным краеугольным камнем. Это касается не только детей, касается взрослых, потому что я больше терапевт, то есть я работал на участке именно с взрослыми пациентами, да, старшее поколение, скажем так, да, и поэтому, а то есть, типа, вот, он пожилой, ты пожилым, типа, не надо ставить, ничего подобного. В первую очередь, пожилые пациенты у нас более подвержены любым инфекциям, это тоже даже, видите, на фоне коронавирусной инфекции тоже, да. Пока от коронавируса вакцина только создается много вакцин. На сегодняшний день в Якутии, говорят, пришла вакцина, я слышал, вакцина Эпивак, это которая не спутник, а которая вектор, новосибирская, вот сейчас пока пришел 300 доз, говорят, сейчас по городу Якутска распределяют по учреждениям и пока начнут вакцинировать медиков. Кто переболел этим коронавирусной инфекцией, эти люди, пациенты, делают однократно. Те, кто не болел, и слава богу, да, делают двукратно. То есть поставили прививку, вам врач скажет подойти через месяц, снова поставить. Противопоказанием является только острый период, когда пациент температурит или какие-то катаральные явления, ну как при всей вакцинации, да. И если вы, допустим, переболели, допустим, или получили какую-то прививку, то в течение месяца, то есть 30 дней, вы никакие прививки не ставите. Хочу вам пожелать счастья, впереди новогодние праздники. Вот, конечно, Александр Сергеевич, конечно, рекомендует, так же, как и наш министр Ирина Фридовна Борисова, рекомендует корпоративы отменить, поэтому желательно, конечно, не собираться, по возможности даже в учреждениях, стараться провести с семьей какие-то, ну, сейчас, слава богу, есть скайпы, дистанционные, там, Zoom всякие, то есть сейчас есть WhatsApp, да, вот всякие разные такие вот социальные сети, поэтому вы можете какую-то корпоративную сеть, допустим, там же общаться, друг друга поздравить, поэтому побережем себя этот год, как бы, да, на будущий год, если будет все хорошо, может, и все-таки инфекция затихнет, как бы, да, и будем спокойно к этому, как бы, ну, защищены, как бы, может, такого и не будет, будем жить, как обычной жизнью. Поэтому всех поздравляю с наступающим праздником, желаю счастья, здоровья, финансового благополучия, ну и, конечно, поменьше нам работаем, врачам, медицинским работникам. Соблюдайте масочный режим и своевременно обращайтесь к врачам, чтобы снизить риск осложнений при COVID-19. Уважаемые горожане, напоминаем телефоны поликлиник города Якутска для вызова врача на дом. Медицинский центр города Якутска 500 003. Поликлиника номер 1 31 90 93. Якутская городская больница номер 2 21 96 95. Якутская городская больница номер 3 507 507. Республиканская клиническая больница номер 3 507 211. Для получения экстренной и неотложной медицинской помощи следует обратиться по единым контактным номерам 112 и 103. Консультации по коронавирусу Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия 8 800 100 ровно 1403. Также вы можете вызвать врача через приложение «Медсеть».